Түргеде озалдадыбыз. Анжаманян, өскі орық, ұтыққа түрген болыр, е. Таптыңла түне жеде ербіз. Екідір. Урана Мангуш свои первые шаги в сфере культуры начала еще в 90-х годах в Национальном театре. Сегодня работает в Тувинском театре кукол. Хотя за спиной 30-летний стаж, процесс записи звукового сопровождения не из легких, признается артистка, да и много чем отличается. Процесс озвучания многосерийного мультфильма «Лео Тик» на тувинский язык стал возможным благодаря неравнодушной, инициативной и креативной группе талантливых людей, которые беспокоятся за дальнейшее развитие тувинского языка. Ведь зачастую свои первые слова малыши начинают говорить именно на русском. Интернет, гаджеты, телефон, мультфильмы так или иначе влияют. Свою лепту вносит и отсутствие контента на родном языке. Идея появилась она в 2021 году, когда я участвовал в форуме коренных малочисленных народов в городе Салехард. Тогда мы в одной команде вместе с алтайцами, телеутами мы озвучивали также пробный проект «Лео Тик» на тюркских языках наших сибирских. И в результате этого появилась такая идея, чтобы озвучить и сделать дубляж многосерийного мультфильма «Лео Тик» на тувинском языке. И когда наша организация написала письмо правообладателям этого мультфильма «0+ Медиа», они с удовольствием тоже согласились и дали нам право озвучить на тувинском языке «Лео Тик» первого сезона 26 серий. Мы хотим закончить 2 серии, затем провести презентацию нашего проекта. Получается, это для нас очень важно, чтобы сохранить наш язык. Получается, у нас такая проблема, что детского контента на тувинском языке практически у нас нету. И из-за этого у нас дети, они начинают первые слова произносить именно на не своем родном языке. По мотивам мультфильма «Леопард Лео» находит верного друга тигра по имени Тик. Неразлучные друзья ни дня не могут прожить без приключений. Им все интересно, они встречаются с необычными явлениями природы, разгадывают загадки, идут к тем, кому нужна их помощь. Почему именно «Лео и Тик», по мнению тех, кто задействован в проекте, именно этот мультфильм близок для тувинской аудитории. А задействованы научные сотрудники ТИКПИ. Один из них – главный специалист сектора этнографии Артыш Магуш. Лео Тик, он очень близок нам, так как в основном там все происходит именно в тайге. Там есть добрые животные, очень позитивный, добрый мультфильм. И еще можно сказать, что он основан на фольклорных материалах народов Дальнего Востока. У Центра гуманитарных исследований «Намад» впереди большие планы. Это и участие в грантовых конкурсах, так как для реализации проекта необходима финансовая поддержка на приобретение необходимой техники, аппаратуры, аренды помещения. Наша организация, она основана недавно, и мы хотим также в дальнейшем продолжать работу именно в таком направлении, чтобы развивать наш язык, культуру. В перспективе как раз мы думаем о том, чтобы у нас был такой крупный центр, получается, да, такая студия озвучки и дубляжа уже профессионального. И наши молодые артисты тоже получат такой уникальный опыт, да, озвучки. И в дальнейшем мы думаем, что после «Лео Тига» мы попросим студию также нам дать право на озвучивание других мультфильмов. И если так уж сложится, то кинофильмов тоже. Мы также призываем всех тех, кто хочет заниматься этим проектом, да, неравнодушных граждан, например, да, или органов учреждений, и готовы к сотрудничеству.
Один из самых сложных и трудоемких процессов – это перевод. На перевод одной серии уходит примерно неделя с учетом количества персонажей и героев. На сегодня уже переведены 2 серии, а всего их в первом сезоне 26. Над переводом работает главный специалист сектора словарей ТИКПИ Начамагуш с коллегой. Следующий шаг – звукозапись текстов персонажей артистами театра кукол. Это процесс, который записывается далеко не с одного раза. Шапкын хемнер баштарынга, тик билеле охенсик да бол силерни чалгаратпас, беленсен бетурен пергел, тайга чажадын ажы. Для меня это огромный опыт, честь, что я участвую в этом проекте. Когда я училась, я всегда думала, интересно, а как живут актеры дубляжа, как они работают, как это вообще работает. И вообще, мне было интересно. Для меня это впервые, и так что я очень благодарна. Если ты хорошо подготовлен, и за кулисом ты если работал, то, мне кажется, не так уж сложно. А если ты не читал сценарий или вообще не работал над ролью, это, конечно, будет намного сложнее. Мне кажется, в основном зависит работа от самого актера. И в целом, и в спектакле, и в озвучке, я считаю. Работа по озвучанию персонажей идет во Дворце молодежи на базе школы креативных индустрий, которая также в перспективе планирует сотрудничество с Центром гуманитарных исследований НАМАТ. Артыш мне подошел и вот сказал, что они вот готовят проект, что именно мультфильм «Лео Тик» они будут озвучивать на тувинском языке. Я очень обрадовался и с радостью помогаем к реализации проекта, именно вот этого. И вот мы вот тоже думали именно развить тувинский язык вот у нашего молодежи, и что вот некоммерческая организация «Номад», что они вот начали вот этот проект, я очень рад. Мы вот думали именно о таком проекте, но мы будем вместе работать, вместе с некоммерческой организацией «Номад», и думаем, у нас будущее есть. Презентация первых 2 серий пройдет в Центре тувинской культуры с привлечением широкой общественности, заинтересованных лиц и учреждений. Будем надеяться, что задел молодых ученых, трудолюбивых и талантливых людей не останется без внимания и обязательно найдет отклик в сердцах маленьких зрителей. Айра Саба, Мугуш Белек Оржак, телеканал Тува-24, специальный репортаж.